Вчера, дамы и господа, продолжим. Так, собрать тоқтудио макерен дейді мен қолбануға. Пока без него начну. Так, по сути, у меня уже на канале это у меня третья часть Polar. Первая часть я вчера ночью проходил. Точнее, был пьяный и в начале игры жестко загорел, из-за чего я просто отключил стрим. И вторая часть вот была недавно, в принципе после обеда я начал. Стримил где-то почти 3 часа. И вот теперь продолжение. Сейчас ужин приготовил, поел, вкусно. Да, все, идем дальше. Так, аяқтап білген. Так, сахар дорогой дивтре. Ну, давай продадим сахар. Это в основном корабля касается вот этих. Да, продать я могу. Продажа охотничьих трофеев. Список шкурок и животных, прочих вещей, добытых во время охоты. Здесь, например, можно сказать что-нибудь полезное, а можно вручить за них лавке. Лавки уловля. Да, продажа грузов. А на сахаре что нормально можно заработать, оказывается. Отказаться от тохтар. Давайте так сделаем. Команде тоже оставлю немножко. Так, ром. У меня сколько рома? О, нифига себе, в роме тоже можно легко сделать папки опыта. Ладно, мы не алкаши. Немножко тоже оставим себе. Блин, 10 тысяч. Стоп, то. Ага, купить улучшение для галки, давай. Давай мощность тарана добавим. Серьезно, это надо. Вот. А то я таранить же люблю, сами знаете. А давай. Дерево-то есть? А вот тут уже нет. Так. Давай мощность все-таки надо. Ядерка. О, 4 что-то. Да, вкусно как-никак мегабит. То вон. Вау, вот это я возьму. Этим я не пользуюсь. Водолазный колок. Этот огромный стальной колок вмещает большое количество воздуха, позволяя водолазам достигать глубин. Нифига себе. Отсек. Этот отсек позволяет галке перевозить значительное количество тяжелых ядер. Давай мы легко подтверждаем. Так, вот тяжелые ядра тоже легко. Эти гриды галки позволяют привести команду побольше. О, это надо, это надо. Трюм. Позволяет галки приводить большие объемы груза каждого типа. Пока вот их. Блин, эта шлюпка выдерживает большое количество атак жертвы. Так, это пока хватит. Это я уже прочитал. Так, теперь надо посмотреть корабль, как он выглядит.
О, таран. Мощной голову. Надо еще железного поставить. Так, мен трюмки и коронника, я. А сейчас в каких условиях жануарларын бекать? Во, таран реально тема. Ну все, господа, погнали. Капитан у руля. Иниген короче бабут. Вот теперь понял, да, почему синхронизация мирового был? Это все из-за этого. Ёбаный обезьян. Ну, за пиратскую республику, братья. Мы богаты, свободны, и нас не достать королям, попам и сборщикам налогов. Почти 500 человек присягнули на верность береговому братству в Нассау. Славное число. Да. Но нам нужны надежные укрепления. Напади, король, сейчас, он нас уничтожит. Так найдем обсерваторию. Если тамплиеры были правы, нас не победят. Опять ты за свое, Кенвей. Это сказки для детишек. У нас серьезное дело. Угнать галеон и все пушки на один борт. В нашей гавани он будет славно смотреться. Будто это так просто, угнать испанский галеон. Есть на примете? Именно. Я покажу, где. Тот еще красавец. Толст и ленив. Найти Ла Арка дель Маэстро. У Галки хороший ход. Отобрал у испанцев, да? Да. В самый разгар страшной бури. Перед тем, как Серебряный флот выбросило на берег. А насчет добычи слухи не врут? Скорее преуменьшают. В тот день реалов затонуло на 1 000 000 фунтов. Шторм, забава дьявола. Надо будет понырять там. Посмотрим, что выловим. Славно было бы понырять там как-нибудь. И оставить в покое несчастных карибских купцов. Ничего себе! Это нам говорит пират? Но раз такое дело, я поддержу. Прибережем звон сабель для солдат и для всех тех, кто встанет у нас на пути. Поосторожней. Неизвестно, что там впереди. Сплошная стена из воды. Не трусьте, ребята. Справимся. Толтро Волта.
корабль, а просто монстр. Да, в честной битве его не одолеть. Слышишь, Кенуэй? Держись подальше. Выберем момент для атаки. Под покровом темноты, думаю. Да, может и так. Образцовый трей к ветру! Рип! Шевелись! Убрать кровь! Поймаем ветер! Ноги Кашко! К ветру! Марселя! Брамселя! Бом Брамселя! Лиселя! Поднимаем все паруса! Чисто, капитан. Военный корабль, Кэп! Это Брик! Испанцы! Кажется, один! Бляк Хараулдер. Тоқтар доктор. Лазу. Спустить все, кроме гротов! Грот мачта! Топ-фалы подтянуть! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все наверх! Поднять паруса! Ну, бля. Экипажем попая, бля. Убавить паруса от бури! Трави, ноги! Чарльз Бэйн. Образчик безрассудства. Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. Но мы долго работали вместе. И я его уважаю. Зона поражения. Когда вы находитесь под огнем мортир, зона поражения располагается круга на воде. Желтый круг означает, что ядро уже выпущено и надо уходить. Когда круг станет красным, вы получите урон. Капитан, мортиры! Лиселя отдать! Вперед! Рифи, Марселя и Брамселя! Спустить Брамселя! Отдать все! Вперед! Лисели поднять! Ловим шквал! Мортиры!
Свей удирает, поджав хвост. Так, теперь вы можете стрелять из мортир на большом расстоянии. Удерживайте Q, чтобы активировать режим прицеливания, и используйте мышку для наведения мортира. Нажмите выстрел. Неплохо, совсем неплохо. Вот проклятие. Надо быстрее разобраться с ними. Забудьте про Галеон. Отправим этих выскочек в ад. Бою готов! Хороша водичка! Удачная позиция! Хватни води! Они уязвимы здесь! Надо бить! Военный корабль, Кэп! Это испанцы! Хороша водичка! Хороший залп нам поможет! Водички! Подходящая дистанция! Сейчас будет зал! Резко. Слева! Кэп, удачная позиция! Он идет ко дну! Ослабьте! Идет к тому острову. Я знаю это место. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жульен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять Галеон. Подумаем. Может, дождаться темноты и на абордаж? Капитан на вахте. Кроты по ветру! Слева, сэр! Ого, добыча! Подбор, сэр! Там плавает добыча! Паруса отдать! Ловим ветер, сколько есть! Убавить веселя! Поймать ветер! Бля, картинку далеко, да. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Отдать марсели и бомбранцели! Слева! Выживший! Подбор! Рус Морриса! Глядите! Рити, марселя и промселя! Нос! Поднять всех, кроме нижних! Марселя! Промселя!
Да украсим в тахаре, да. Мы же не воруем. Спустить бомб марселя и марселя! Рот мачта! Топ паруса отдать! Ну нахуй. Живее, ребята! Лишнего не дам! Блядь. Лиселя! Слева по борту, сэр! Накидывай! Слева по борту! Это Светсон! Все паруса! Впереди! Меньше ход! Нихуя себе. Капитан на мостике! Тобто дико ты удиде, бля. Гроты отдать! Вперед! На ванты! Живо! От ветра! Тяра, бля, кальти. Капитан! Отдать гроты! Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Нассау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «да». Те, кто против, прохнычьте «нет». И парламент не бывал столь единодушен. Капитан за бортом! Нихуя себе.
Краб чуть кистяк доктор. ¡Tú! ¡Haz pasto de los gusanos! ¡Alto ahí! ¡Hombre! Мне бы место исследовать, по идее. Бастама нога соколи.
Так, ол снайпер, я командир. Ладно, здорово, Петра Петруха. Похуй. Отлично. ¡Alto! ¡Quieto! ¡Sal de los arbustos, toquete! Debería haberlo pensado mejor.
Блядь, синхронизация кинула бы пушку, чё оно? Башку я, блядь. Жестко, да, по стелсу? Так, у тебя пистолет был, да? Патрончик есть? Нет. Идемте дальше. ¡Alto! Esto acaba pronto.
Убить. Надо уйти до рассвета! Ну это легко его убить. Вот сейчас. Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын! Наглый как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да гореть тебе в аду, который ты создашь своими руками. Бухта наша! Привет. Ой. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. Бонжур? Конечно, я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе на верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. Что за сексуальная тёлка? Оливье славный парень. Алло? Эй! Тест, раз. Знакомый, я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде гости на нашем звездном пути. Блин, бас, что-то вот Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Бонжур. Заходите, он вас ждет. Так, отдохни. Штаны или юбка? Штаны, молодец. Кто Оливье? Салат, ты что ли? Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенуэй. Но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов.
Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Oui. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Вау, какой вид. Красивый город, правда? Базар нет. Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам Крис, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте за цепком по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурне. Алле, бонжур. Oui, tout va bien. Naturellement. Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру? Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись, а то и ты начнешь меня бесить. Дверь закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия – первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься, расскажу, что делать. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Объект был мертв. Время смерти примерно 1:07. Да ну на. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени. Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми. Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Abstergo, объект 17 продолжит существование как образец 17.
23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Desmond Miles. Так, одним-то. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучит. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, она давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Борода, красотка. Не протянул. Не работа, а черти что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет. Я все делал точно Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Верните Эй, свой мне минус. сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо, приятного пиратства. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Техслужба на второй этаж, проект образец 17. Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж! Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на галеоне утром. Считает, что здесь, в бухте, мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. Эдвард, сюда! Я кое-что нашел. Нашел или нашла? Должен видеть. Ну же, сюда!
Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей, пока не увидишь странное мерцание. Мерцание? Ты понимаешь? Думаю, да. Я такое уже видел. Блики, как лунный свет на воде. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. Понял. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чувство. У меня всю жизнь. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Охренеть. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. От этого так и веет тайной. Здорово, да? Мы на месте. Как тебе? Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху? Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент?
А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось 4. Так. Может, они у тех 4 тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Może Bobby ubliżył bolota. Так, всем пока. Ассасина bitti. Отключаюсь.